Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. 15-я Всемирная неделя грудного вскармливания проходит в нашей республике. В эти дни медицинские специалисты, общественные организации и научное сообщество республики объединило несколько десятков мероприятий. От семинаров и лекций до встреч с исследователями мирового уровня. И как отмечают организаторы недели, такие мероприятия демонстрируют эффективность систематической работы по популяризации грудного вскармливания в Якутии. Об этом и не только поговорим сегодня с гостями нашей студии. Лилиана Анасовна, Ульяна Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, вот это 15-я по счету Всемирная неделя грудного вскармливания, она проходит у нас в республике. Что вообще важно сейчас, если мы говорим о вопросах грудного вскармливания у нас в республике? Потому что ведь это естественный процесс, который есть у матери с ребенком. Но поддержка охраны грудного вскармливания вообще считается одним из самых таких главных и важных, полезных профилактических технологий. И поэтому это по всему миру. По всему миру в 90-х годах Иночетинской декларацией была принята вот такая декларация, да, Всемирной организации здравоохранения и детским фондом ЮНИЦЕФ. И эта декларация провозгласила о Всемирной неделе грудного вскармливания в начале августа месяца каждого года. Да? И все страны, регионы стран, они входили по-разному. И практически то, что касается вот у нас 15-я неделя грудного вскармливания, и каждая территория, она адаптировала вот эту неделю под свои нужды, под свои интересы. И у нас эта неделя проходит не только в рамках поддержки охраны грудного вскармливания, но и так и называется грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей, потому что они неразрывно связанные направления. Да? Когда мама питается хорошо, ребенок рождается здоровым и поддерживает грудное вскармливание, ребенок растет и развивается гармонично. Да? В этом плане. И, соответственно, у нас в республике с 2012 года, по счету в этом году 15-я неделя, юбилейная. Но чем привлекательно делать юбилейные, да, неделю, почему мы, организаторы, так решили, потому что мы говорим о неделе в году. Но это не значит, что за неделю только проводится эта работа. Она повсеместная, системная, комплексная работа, которую проводят и под курацией с органов государственной исполнительной власти отвечают за это Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, и все медицинские организации, они курируют, координируют эту работу. Это поликлиники, женские консультации, родильные дома, перинатальные центры, службы родовспоможения. Да? И поэтому это практически получается неделя юбилейная, она для нас, для всех вообще является праздником. И то, что мы к вам подошли, да, с торжественного заседания, которое проходило буквально полчаса назад в зале заседаний Дома правительства 2, где были с разных уровней. Государственная Дума поздравила, Министерство здравоохранения России поздравило, Министерство здравоохранения региона Республики поздравило. Да, разные страны СНГ выходили, наши региональные представительства, министерства и общественные организации. И в том числе одна из таких общественных организаций, которая с момента создания участвует в наших акциях, да, в нашем движении, это региональное отделение Всероссийской общественной организации «Матери России». И она проходит, поздравляли медицинских работников, общественников, волонтеров, те, которые как раз участвовали и участвуют в этом движении по поддержке пропаганде, агитации, проведению информационно-обучающих образовательных действий и научных исследований, да, и практической реализации по нашей территории, по республике Саха-Якутия.
Это такое замечательное мероприятие было. Все вас, да. Вот. И в рамках этой недели ежегодно, да, вот так как я уже сказала, что Министерство здравоохранения прерогатива вот полномочно провести вот такую политику, да, государственную и реализацию мероприятий. Вот выходит приказ. Да? Приказ формируется, и каждый раз ежегодно разные мероприятия обозначаются в зависимости от тех проблем и показателей, там, вопросов, которые перед нами стоят ежегодно, да, по актуальности вопросов. И формируется приказ. Ну, например, в этом году мы 3 дня назад уже 3 дня проводим вот эту неделя, и 3 дня, третий день мы как работаем. Да? Начали с образовательного цикла. И образовательный цикл непрерывного медицинского образования на 36 часов называется консультирование по грудному вскармливанию. И это обучение медицинских работников, врачей, акушер-гинекологов, неонатологов, да, акушерок, медицинских сестер, детских, для того, чтобы им помочь знаниями и умениями последующей работе, практической работе, как они должны с матерями работать. Вот в больницах у себя, в детских поликлиниках, женских консультациях. И потом, вот так как системная работа это проводится на площадке перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы, вот мы начали позавчера, да, образовательный цикл, а потом вот со всеми вышли, возложили цветы, да, к памятнику, который мы поставили в 2021 году в рамках Года здоровья, объявленного главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. Да, и потом вернулись, дальше обучались. Да, а вчера поехали у нас по программе, в планах мероприятия, вот работа состоялась в Горном Улусе районе на базе Горной центральной районной больницы. Потому что Горная центральная районная больница заранее была запланирована, да, об аттестации на соответствие такого звания национального знака больницы, доброжелательная к ребенку. И вчера состоялась эта аттестация, да, на уровне женской консультации, на уровне родильного дома, детской поликлиники. Это маршрутизация службы родовспоможения. Вот, и по этому пути, как эта маршрутизация должна проходить по обеспечению грудного вскармливания для матери и ребенка. Вот в таком плане. А потом мы вчера еще торжественно открыли 6-й банк грудного молока в Республике Саха-Якутия. Мы индивидуальные банки грудного молока начали открывать, вот эту технологию, современную, актуальную технологию, да, по сохранению грудного молока матерей для собственных детей начали с 2022 года, когда Ольга Леонидовна приезжала к нам. Это лидер, да, специалист в области там, детства, материнства, да, это руководитель направления, где было открыто в 2015 году в России был открыт первый банк, индивидуальный банк грудного молока, вот по ее инициативе, идее. И сейчас реализуется это в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России. Вот она приезжала и участвовала в открытии первого банка на базе перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. А потом уже следующий год заявили перинатальный центр РБ, Республиканской больницы номером 1 Национального центра медицины. Мы там открывали, а потом в 3 в Амгинском, Хангаласском и в Намском, это
районах открывали вот банки грудного молока, и в Верхневилюйском, да, в Верхневилюйском открывали банки грудного молока. И вчера, например, у нас получилось открытие индивидуального банка в Горной, на базе Горной центральной районной больницы. А то, что касается аттестации у нас начали проводиться прямо с момента внедрения вот этой программы, да, глобальной инициативы поддержки охраны грудного вскармливания. Вот и 2 больницы сразу. Вот первая больница, которая тогда еще, сейчас и РКБ, да, Республиканская клиническая больница, раньше городская же больница была, и городской роддом был. И вот на базе городского роддома как раз мы аттестовали этот роддом, и этот роддом является первой вот такой больницей, да, и там тут же мы открыли центр грудного вскармливания методический, который, ну, во всяком случае, да, должен работать оказывать методическую помощь по всей республике для всех медицинских организаций, ну, которые занимаются охраной грудного и поддержкой грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей в республике Саха-Якутия. И поэтому, что хочется сказать, что проводится вот за эти 15 лет, да, проводится огромная такая комплексная системная работа. Это большой труд, который ежеминутно, ежесекундно, ежечасно, ну, ежедневно, постоянно проводят медицинские работники. Но под их курацией работа идет и для матерей, и для семей, которые вот где находится вот мама, кормящая мама с ребенком, потому что заботиться надо о ней, за этой кормящей мамой, для того, чтобы у нее молоко было. Это психологическая такая поддержка семьи, да, семьи очень важна, да, и настрой женщины к этому очень важен. И это должно начинаться не с того момента, когда она вот поступает в роддом и родила, и дальше должна, а это должно начинаться вообще. Сегодня Прасковья Петровна говорила, да, что есть школа у них, вот по их инициативе «Юная леди». Да? И в этой школе у них программа есть, и они нас, специалистов, приглашают читать лекции, да, мастер-классы проводить о здоровом питании. Просто, чтобы, да, мы обучали их, привлекали, прививали им знания, умения о здоровом питании, о тех таких позитивных моментах и полезных моментах, которые необходимы для развития молодого человека, молодого поколения. Молодого организма. Да, молодого организма в том числе. Вот. Если мы говорим с вами про банк грудного молока, значит, есть потребность в открытии таких организаций, значит, есть такие женщины, у которых нет предрасположенности к тому, чтобы быть кормящей матерью? Или вот как это может быть обусловлено? Мы сейчас организовываем индивидуальные банки грудного молока. Это вот какие ситуации, да, когда у мамы есть сегодня, вот она находится в роддоме, у нее много молока. Она может это излишнее молоко сегодня, вот, которое у нее есть, да, ребенок столько не съедает, есть такие кормящие молочные мамочки, она может это молоко сцедить. Мы создаем все условия для безопасного хранения и заморозки этого молока, а потом по необходимости, ну, что-то мама куда-то отлучается или куда-то вынуждена там уехать или на какое-то время оставить ребенка, она это молоко может использовать, и в ее отсутствие ребенка покормят этим молоком. Вот это такой, знаете, свой личный запас. На смесь. Не смесь дадут ребенку, когда... Ну, вот по жизни ведь бывает разные ситуации. В больницу может попасть. Аппендицит случился. Позавчера вот на образовательный цикл приехала же из Горного района педиатр, кормящая мама, да, к году ребенка, ну, сейчас год и там месяц ребенку, и она до сих пор, ну, сейчас кормит и говорит, когда она сюда приехала в город учиться, вот она домашний индивидуальный банк свой делает, и оттуда вот покормит. Молоко дает, и ребенка кормят. Вот это очень важно.
Потом, знаете, это ведь всегда было у нас. Мама раньше, просто сейчас такая технология, есть безопасного хранения, безопасной заморозки, да? Поэтому это на сегодня вроде старая мысль, а позволяет вот на современном безопасном уровне мамочке дать такой запас своего молока на всякие вот такие критически непредвиденные случаи. Это вот когда особенно ребенок больной, недоношенный, он еще не может сам грудь сосать. Мама сцеживает это молоко, и сцеженным молоком ребенка кормят. И вот это дает ему здоровье, и не только это сегодня как питание, да, а это как лекарство. Особенно для больных, недоношенных Для детей. поддержания и для формирования и поддержания иммунитета. А Это очень иммунитет — важно. это практически все, да, для того, чтобы... И есть такой небольшой лозунг, быстренько вам скажу. Значит, грудное молоко настолько ценное, что мы храним его в банке. Вот есть такой лозунг. Ой, ну да. там сразу несколько смыслов тут Да. получается, как глубоко. Как раз по поводу того, что грудное молоко, оно ценится гораздо выше, чем детская смесь. Но ведь раньше повально смесями кормили. Почему мы их сейчас отменяем? Потому что это был что успешный ценно- маркетинговый ход? А то, что, допустим, можно сказать и так, да, даже нужно Да, сказать это и так. действительно маркетинговый ход. Потому что настолько ценно это грудное молоко, потому что оно уникально. И уникальность как раз-то и состоит в том, что величайшие умы, да, вот, которые разрабатывают детские смеси, они до сих пор вообще не скопировали его. Да? И до сих пор ни одной детской смеси нету в видах там в ассортименте, да, которые как раз соответствуют Хотя бы на 50%, чтобы соответствовать. Да. Белки, жиры, углеводы, да, это можно. Нет, ну и в белках тоже. Ну, имеется в виду Сколько? по количеству, да, можно да. набрать. Но ведь смесь из чего делают? Берут там масло растительное, коровье молоко, козье молоко, соевое молоко. То есть все вместе. Но ведь человек-то не теленок, как сказали, да, не козленок, да? Татьяна Викторовна Буцкая выступала как раз на торжественном заседании, поздравляла медицинских работников республики. Ну, она так и сказала по-простому, да, совершенно просто. Говорит, ну, козье молоко для козлят, да, А мы же не можем да, от матерей взять и коровье сделать молоко смесь. для телят. И поэтому, в принципе, вот еще не скопировано, еще не вообще до состава грудного молока, да, уникальности функции грудного молока не доведено. И не доведутся никогда, потому что даже при всех Уникальные этих вещи ситуациях, есть. Понимаете, да. вот, например, даже стволовые клетки, да? Стволовые клетки в грудном молоке живые. Они попадают в организм ребенка с материнским молоком, в желудке не разрушается, находят в организме этого родившегося малыша те участки, в печени что-то может не так, в нервной системе что-то не так. И эти стволовые клетки, мы даже это не знаем, они находят поврежденный участок, встраиваются и восстанавливают поврежденную ткань. Это установили меченными атомами. Когда посмотрели, потеряли разум от того, что насколько вот эти материнские клетки, мама ребенка 2 года кормит, она его не только дает питание, она его вылечивает на все последующие 120 лет жизни, как вот кодированно прожить человеку. Поэтому это уникальные моменты, факторы роста. Их никакая смесь не может синтезировать. Мы даже не можем их выделить, а не то, чтобы уже их синтезировать в смеси положить. А потом есть такие вещества, как эндоканнабиоиды, эндорфины, которые дают ребенку состояние хорошего настроения, радости, благополучия и вот эмоций. Когда вы знаете, ведь да, ребенок заплакал, мы же говорим, мама покормила, он успокоился. Не потому, что он там получил там белки, жиры, углеводы, а потому, что он получил вот эти вещества. А ни в какую смесь эти эндорфины, которые синтезирует материнский организм, ты же не положишь. И никогда смесь вот такого ощущения физиологической радости, благополучия, счастья, конечно, ребенку не даст. Это по составам. Да, по составу. А насколько психологическая поддержка, вот психологическая Кстати, подход, да, еще эмоциональная вот связь. мы когда обучаем, да, показываем 2 картинки. Вот женщина из бутылочки кормит ребенка, и женщина, которая, ну, кормит своим грудным молоком, да, поддерживая грудное вскармливание. Совершенно разные эмоции.
совершенно разные подходы. Да? И, естественно, даже и исследования, ну, нам как пример рассказывали, и есть такое, что изучают ну, в столь отдаленных местах, да, и те, которые ну, В общем, среди совершили тяжкие людей, преступления, которые да, совершали преступления. они все не находились на грудном вскармливании. Это были брошенные, отказные дети, да. лишенные материнского тепла, молока. Вот о чем. Ведь у нас, у всех наших народов, вот России, да, у всех было грудное вскармливание, альтернатив никаких не было. И всегда говорили, вскормлен молоком матери, получил тепло, развитие, он будет здоров эмоционально. Это вот будущее нашей страны, понимаете? Вот это настолько... Вот сейчас даже вот эти эндорфины, они формируют привязанность матери к ребенку. Да. Если ребенок получает материнское молоко, он к матери будет привязан буквально физически. И в последующие годы, когда этот ребенок подрастет, у него взаимосвязь с матерью не нарушится. Он всегда будет и рядом с мамой, когда маме будет тяжело, да. И когда ребенку будет тяжело, он уже будет, может быть, ему 40-50 лет, он для мамы всегда будет ребенок, но когда ему будет плохо, он придет к матери. То есть это вот такая, знаете, семейно ориентированная технология, бесплатная технология, которая не требует затрат, да, но она дает вот такое вот укрепление семьи, поколения. Это очень важно. Семейных ценностей. Ну, в таком случае, до какого возраста ребенка надо кормить грудным молоком? Есть ли какие-то общепринятые стандарты? Есть, конечно, и они всем известны. До 1,5–2 лет. Да, женщина, мама, да, обязана кормить ребенка. Ну, в условии, что до 6 месяцев исключительно на грудном вскармливании ребенок ни воды, ни другой пищи не должно быть до 6 месяцев. А с 6 месяцев уже по этим, в соответствии планов, да, календарных, прикормы вводятся, дополнительное питание. И до 1,5–2 лет это отечественные такие рекомендации есть, и международные рекомендации. Женщина, мамочка должна кормить собственного ребенка своим грудным молоком до 2 лет. А есть еще понятие, что ребенок, если после 2 лет не хочет отниматься, не отлучается от грудного вскармливания, тогда надо продолжать кормить. Бояться не надо. Я вот к тому веду, что психологическую такую основу дает. Да? Значит, ребенок незрелый для того, чтобы выйти в общество. И потому надо кормить до тех пор, пока он сам не откажется. Он кушает, он может, ложку держит, зубы есть, он кушает. Оно молоко дает вот это вот факторы роста нервной системы. Опять-таки укрепляется связь с матерью. И он чувствует, что мама ему еще пока вот круглосуточно нужна. А когда он уже сам чувствует, что он в этот мир входит как более самостоятельный, уже он может в какое-то время вот таким быть героем, да, это не значит, что мама потом не нужна, но тут вот это нужна именно психологическая поддержка. Поэтому мы кормим не потому, что его надо накормить уже в 2 года, да, а он еще чувствует, что мать еще ему не дала все, что он должен получить. Поэтому мамочка и здесь нужна. в этом периоде как раз роль медицинских работников, поддержать, очень важна, потому что нужно найти ту грань, которую вот ребенок может не отлучаться от груди и отказываться от еды, да? Чтобы этого не произошло. Вот чтобы мамочки, только они знали, грудью не кормила до года, надо кашу давать. Поддержка грудного вскармливания, как психологическая поддержка идет, но у него полноценный рацион должен быть, состоящий из качественных, безопасных продуктов питания. Вот. Так, хорошо, о питании ребенка поговорили. Надо, наверное, о питании мамы тоже поговорить, потому что это же влияет. Это важно. Что мы исключаем, если они есть полностью пагубные привычки? Курение, употребление алкогольных напитков. Я знаю, например, что кормящие беременные женщины, например, отказываются от цитрусовых, потому что это аллергенный продукт, чтобы там чего-то не случилось. Но вот если мы переносим все это дело на наши региональные реалии,
Да, например, говорят, что надо больше жирного есть, потому что у нас зима долгая, холодная, для того, чтобы как-то вот запастись энергией. Так ли это? Ну, в принципе, я как специалист в этой области, да, в области нутрициологии, диетологии, скажу так, ничего больше не нужно, ничего меньше не нужно. Это нужно в соответствии нормативов. Потребности. Да, у каждого вот есть нормы, да, физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, которые по последней редакции от 2021 года, утвержденные государственным санитарным врачом Анной Юрьевной Поповой, и разработчиками основными являются Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи. Это документ государственного нормирования. И там прописывается соответствие от разного, от возраста, от пола, пола, Физической возраста, нагрузки, физической трудовой нагрузки. деятельности. Расчеты разные. Да? И там еще есть подход, что в условиях Крайнего Севера, да, эти энергоценность рациона должна повышаться на 15% больше, и, соответственно, вот все пищевые вещества, которые вкладываются в эту энергоценность. И поэтому в условиях вот Крайнего Севера, естественно, конечно, подходы должны быть, принципы другие должны быть, но это должно укладываться в эти нормативы тоже. Да? Значит, естественно, конечно, в каждом регионе, где на разных территориях, да, есть свои подходы и национальные культуры, да, в соответствии. И поэтому у нас больше мясных, рыбных продуктов нужно включать в рационы, да, чтобы рационы были сбалансированные и разнообразные. Да, мясные, рыбные, основные виды продукта, молочные продукты, вот кисломолочная продукция должна больше включаться в наши рационы в условиях Крайнего Севера и арктических условиях. И мы с Лилианой Анасовной приехали же к вам, да, и сидим, и какое там местное суперфуды, да, у вас ягоды. Да. И это ягоды, дикорастущие Они ягоды. же очень насыщенные. Брусника у вас, морожка. Концентрированные. Это же, они успевают никакие созревать, не догонят, созревать в короткий вегетативный период, и поэтому они больше концентрированы, чем в других, например, по бруснике. Брусника, она везде же есть, да, но по этому уровню концентрации бензойной кислоты специалисты посчитали, что наша брусника лучше, больше концентрирована по разным, особенно эссенциальным, но это таким необходимым пищевым веществам, которые вложены в этот продукт. Не надо нам, понимаете, гнаться за какими-то экзотическими. Ни папайя, ни там ананасы, ни те же самые цитрусовые. Они ничуть не лучше. Но мы, вот генетически проживающие на своих территориях, и наш желудочно-кишечный тракт, микробиом, он адаптирован к тем продуктам питания, которые у нас есть. Поэтому, может, мамочкам кормящим не надо думать о цитрусовых, да, а наоборот включать в рацион вот те наши региональные продукты питания, северные продукты, они же, это просто кладезь. Поэтому не думать, что заграничные какие-то тропические фрукты лучше. Вот наше свое, оно очень будет хорошо маме и, соответственно, ее ребенку. И как раз эта неделя, Всемирная неделя грудного вскармливания, такие акции, да, для нас, для специалистов, очень такие выгодные площадки для распространения и популяризации своих знаний и умений. И с самого начала, с 2012 года, мы каждый год разрабатывали, сначала такие тоненькие методические рекомендации, буклеты разные. Сейчас уже книга. А сейчас уже с 2020 года уже 4-е переиздание было. Такая подарочная, такая книга. Надо было прихватить дневник, с региональным отделением Общественной организации матери России мы разработали и издали
первый в 2020 году. В 2020 году первую книгу «Дневник питания мамы малыша» называется. Состоит из 4, сначала из 3 разделов было, да, а потом 4-й раздел от года до 3 лет для детей по здоровому питанию тоже дополнили. Из 4 разделов первый раздел касается питания беременной и кормящей мамы. 2-й раздел именно поддержка и охрана грудного вскармливания, и там обучение женщины, как в какой позе, из каких грудей Да, там кормить, да, сколько там чего, Как ночью, часто, да? ночью, днем, как надо смотреть на ребенка, и чтобы ребенок куда смотрел. Вот все это вот методологически расписывается, да. И 3-й раздел о питании ребенка 1-го года жизни, потому что ребенок в этот период проходит адаптируется к окружающему миру, и в это время как раз это один из таких важных периодов, когда за сохранением его здоровья нужно очень плотно потрудиться, да? И 4-й раздел касается питания детей от 1 до 3 лет. Есть национальные программы, да, всероссийские, которые под руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, бывшим научный центр здоровья детей, вот как раз они уже второй, да, от 2009 года же последняя редакция была. Да, национальная программа вскармливания детей 1-го года жизни в Российской Федерации. И там методологически тоже мы расписываем. Я являюсь из Якутии членом такого Рабочего комитета, авторов-разработчиков. Да. И 2-я программа, национальная программа оптимизации питания детей от 1 до 3 лет в Российской Федерации. И поэтому вот такие побольше таких методических рекомендаций, да, естественно, конечно, грамотных методических рекомендаций, которые бы реализованы были для использование для медицинских работников отдельно мы делаем, и для мамочек отдельно делаем. И практически вот этот дневник питания мамы-малыша, он на сегодня становится для мамочек. Эта книга становится такой популярной книгой для республики, не только республики, за ее пределами, потому что вот эту книгу, когда мы показываем, да, хотят, да можно ли, Казахстан говорит, давайте мы разработаем с вами вот такую такую книгу. Башкортостан, Татарстан, все, потому что есть разделы, где прописываются, прописывается информация о национальных продуктах. Не то, что о национальных подходах, подходах к питанию этой категории людей. Беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте аж до 3 лет. Да? Это практически получается одна из проблем, которая состоит в малом возрасте, в раннем возрасте. Это проблема питания. Нужно для того, чтобы мамы сумели организовать питание своего ребенка, здесь им нужна большая информация, такая широкая информация, нужная информация и глубокие знания для того, чтобы все организовать на должном, на грамотном уровне. Прежде чем задать еще один вопрос, Лилиана Анасовна, хочу вас спросить, вы с якутской кухней познакомились, наверное, что-то поели? Да, это невероятная кухня. Скажите, сколько раз вы уже здесь? Я уже практически пятый раз. Да. И я с удовольствием приезжаю в Якутию. Здесь, видите, понимаете, еще разница по времени у нас немножечко более 4 часов. И я тут в режим немножко вхожу, когда надо в 7 утра встать по якутскому времени. У нас это еще глубокая ночь, но соскакиваю и бегу и работаю. И с удовольствием, конечно, знакомлюсь с вашей кухней. Мне очень нравятся ваши кисломолочные продукты.
Вот боюсь, Сорат. Сорат очень нравится. Ну, это уникальный наш Да, продукт, да, да. И знаете, я вот очень люблю. У нас у башкир есть кумыс тоже есть, айран мы пьем, но вот сорат. Вчера что купили? Быпарх. Правильно сказал? Быпарх, да. Вот боюсь ошибиться. И, конечно, мясные. Я мясоед по натуре. И люблю грешна жирное мясо, и ну вот жирная рыба, Кишки. жеребятина, потроха. Это прямо я с удовольствием. Лилиана, она Я думаю, уже что- 5-й раз, начиная с первый раз, 2015 в 2015 году приехала и застала это даже Иннокентия нашего Тарбахова. Да, И, да, да, да. специально мы ее отводили по ее просьбе на кухню. Национальную кухню мы познакомились, В Тыгынтархан, чтобы показать. Я же купила еще вот это. Мне подарили мутовку. Я дома даже угощаю этими продуктами питания уже своих внуков, кормлю вашим уникальным якутским мороженым. Да, керчихом, да. Вот, ну, просто вы так сказали, что грешна, ем. Я считаю, что если это вкусно, то это не грех. Ага, Просто да. к чему подвожу. Вот и... Трудно остановиться. Вот в чем Конечно. так все вкусно, что трудно остановиться. В башкирской кухне есть, наверное, свои какие-то уникальные элементы. У нас, вот просто мы разговаривали, я сразу вспомнила, есть там тугунок, например, который довольно опасен. Строганина, которая не каждому будет по вкусу. Возможно, там сырая жеребячая печень. Вот есть же кормящие матери, которые боятся этим питаться, потому что мало ли что может попасть в организм. Вот Ну и правильно тут надо бояться. ограничить свой рацион в таком случае. Не ограничивать, а вообще запрещать. Такие продукты питания, они запрещены для кормящих, беременных женщин, да, Рисковать для нельзя. детей раннего возраста, потому что по санитарно-эпидемиологическим и вообще по биологической безопасности. Вот и в их рационах таких продуктов не должно быть, естественно. И туда же относятся и пожилые, старого возраста люди, ну, население, да, жители. Вот и поэтому сырая пища, она Не рекомендуется. не входит, не Нет, рекомендуется нет, да, в конечно. рационах такой категории людей. Ну что ж, я вас благодарю за то, что пришли к нам сегодня. Просто время нашего эфира подошло к концу. Очень много интересного вы сегодня рассказали. Я думаю, что наши зрители тоже для себя сделают необходимые выводы. Будет еще одна неделя грудного вскармливания у нас в республике. Обязательно приходите. Спасибо большое. Очень интересно прямо проведено на передаче. И мы довольны. И Желаем специалисты, здоровья, что с вами конечно, побеседовали. вашим мамочкам и малышам. Самое главное. Да, Они будут это здоровы. самое главное. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Все лето смотрите нас по четвергам в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.